Кумитар Пистер. В своем послании народу Казахстана «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество» президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул стратегию рационального использования бюджетных средств. В нашем понимании суть поставленных главой государства задач в новом качестве формирования бюджета и эффективных формах управления им. Изучив отчет об использовании республиканского бюджета, мы видим две устоявшиеся постоянные тенденции. По результатам прошедших лет каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Прикрывает правительство этот дефицит займом. Причем объемы заемных средств в разы превышают сумму дефицита бюджета, что, впрочем, не в силах воспрепятствовать уже традиционному окончанию отчетного периода с дефицитом средств большим, чем предыдущий отчетный период размером. За 3 года уровень дефицита бюджета с отметки 2 триллиона тенге превысил уже более 3 миллионов тенге. Так, с каждым годом уровень государственного долга непропорционально растет по отношению к уровню ВВП. Поиски причин постоянных негативных тенденций, упомянутых мной выше, привели к пониманию, что зерно проблемы кроется в том числе в устойчивой неспособности правительства к эффективному планированию бюджета. Согласно представленным данным, по части налоговых поступлений не добрали 10%. Неналоговые поступления перебрали аж на 450%. Ничем не объяснимое снижение уровня продажи основного капитала, который в сравнении с 2022 годом упал аж на 90%. В масштабах планирования и реализации государственной бюджетной политики подобная нестабильность, мягко говоря, недопустима. Из удивительного следует отметить, что несмотря на очевидную нехватку бюджетных средств и ежегодный дефицит на отчетный период, правительство настойчиво разрабатывает и утверждает фактически неподъемные национальные проекты, на которые выделяются миллиарды. По истечении определенного времени, не добившись результатов по этим проектам, их преждевременно сворачивают. Что же все-таки мы получаем в конечном итоге? Приведу один из примеров по национальному проекту, актуального на 2022-2023 годы. Так, постановлением правительства в 2021 году был утвержден национальный проект «Качественное образование. Образованная нация». Хотя предположительный период его реализации был с 2021 по 2025 годы, реализация проекта завершена в сентябре 2023 года. По итогам 2023 года в отчете правительства мы видим, что проектом достигнуты задачи на 98%. На реализацию проекта потрачено более 500 миллиардов тенге. Несмотря на то обстоятельство, что данный проект на протяжении 3 лет был обеспечен всеми необходимыми административными и материальными ресурсами, глава государства из года в год вновь и вновь был вынужден возвращаться к вопросу обеспечения качественным и доступным образованием, что свидетельствует о провале правительства в реализации упомянутого национального проекта. Более того, возникают уместные вопросы. Как правительство добилось качественного образования, не обеспечив элементарно доступом к школам детей, не решив проблемы с аварийными школами и не ликвидировав трехсменное обучение? К сведению, по состоянию на 2023 год дефицит ученических мест достигает отметки 270 тысяч. Помимо всего прочего, наблюдаются факты двойного финансирования по проектам. Например, технологический рывок за счет цифровизации науки и инноваций в 2001 году и доступный интернет 2023 года. Получается, вначале правительство решило совершить технологический рывок и лишь потом внедрить доступный интернет. Выходит, повозку поставили впереди, сами понимаете кого, и за счет все это бюджетных средств. Необходимо упомянуть, что Высшая аудиторская палата неоднократно подвергалась жесткой критике правительства по результатам реализации национальных проектов. Отсутствие результатов, по мнению аудиторов, в первую очередь связано с неэффективным планированием проектов. В итоге мы видим, что триллионы бюджетных средств, потраченные на реализацию проектов, остались безвозвратно утраченными. Целей проектов мы не достигли, и как следствие в отчетный период дефицит нашего бюджета возрастает. На основании изложенного считаем, что настало время для кардинального нового подхода к вопросам финансирования бюджета и разработки эффективных форм управления ими. Нужно изменить бюджетную политику, перенести центр внимания с количественных показателей расходов на качество, эффективность и конечные результаты. До сих пор мы не видим крупных комплексных программ по стратегическим направлениям экономики, которые обеспечили бы быструю экономическую отдачу и решение неотложных социальных вопросов. Именно в этом направлении, по нашему мнению, правительство должно сконцентрировать значительные финансовые ресурсы. На основании изложенного вынужден признать, что правительство по результатам 2023 года показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета. В связи с чем депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддерживает отчет правительства за 2023 год.